Илорский храм в Абхазии не просто церковь, это живой музей грузинской письменности. Здесь изображены все три ее ступени – Асом Таврули, Нусхури и Мхедрули. Каждая надпись, каждая фреска, каждая икона несут в себе грузинский след. На иконах нанесена грузинская письменность. Все реликвии, описанные исследователями разных эпох, тоже грузинские. Еще в 1848 году французский археолог Мари Бройсе посетил храм и описал Георгиевскую дверь. 8 икон святого Георгия, большой Илорский крест и амафор священника церкви Илории. В 1860-1868 годах Дмитрий Бакрадзе осмотрел сокровищницу, а в 1888 году Андрей Павлинов вместе с экспедицией задокументировал чаще гравированные иконы святого Георгия и другие сокровища. Все эти предметы и надписи на них исключительно грузинские. После 2010 года в храме началась реставрация. На храм поставили русский купол. Наружные стены храма полностью, а внутренние частично оштукатурили, а затем покрасили в белый цвет. Вот вы видите фото храма в начале 20 века. Он построен из белых каменных блоков в стиле грузинских православных церквей. После реставрации стены были отштукатурены и покрашены в белый цвет. Теперь он больше напоминает русскую церковь. В общем, оккупантский режим всячески пытается переделать этот культурный и религиозный памятник. Илорский храм – это доказательство того, что Абхазия всегда была частью Грузии. Грузинская письменность, фрески, иконы – это память, которую невозможно стереть.